Число наркозависимых в республике растет каждый год. Об этом говорят данные наркологической службы Ингушетии. На 1 июня 2021 года всего в регионе на учете состоят более 1640 человек. Из них на диспансерном учете 240, на профилактическом более 1400. На 1 июня 2021 года всего в республике у нас на учете состоят 1642 человека. Из них на диспансерном учете, как больные, зависимые от наркотиков, 240 человек, на профилактическом учете, как употребляющие наркотики с вредными последствиями, 1402 человека. За аналогичный период прошлого года, тоже на 1 июня, у нас состояло на учете 1558 человек. Из них 237 было как зависимые от наркотиков, и 1321 человек были потребителями наркотиков с вредными последствиями. По сравнению с прошлым годом, в течение года у нас количество состоящих наркопотребителей увеличилось на 84 человека. В основном в регионе употребляют дурманящие вещества так называемой аптечной наркомании – лирика, тропикамид, трамадол. Далее следует морфин, героин, кодеин. Замыкает список самых востребованных наркотиков – амфетамины, на языке знающих – соли. Употребляющие наркотики, как правило, не сидят спокойно дома после очередной дозы, а под воздействием дурмана начинают искать приключения. Многие садятся за руль автомобиля, чем усложняют и без того непростую ситуацию на дорогах. Нетрезвый водитель на дороге ведет себя так, что невозможно предугадать его действия и их последствия. Очень часто итог становится плачевным. Так, за 5 месяцев этого года на территории республики выявлено 211 нарушений ПДД, из них АПГ 154. Связано с управлением транспортом средством состояния опьянения, в том числе за повторное нарушение 62, АПГ 34. При этом количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения возросло с 10 до 14, в которых 4 человека погибло и 29 получили ранения. Говорили на встрече и о работе правоохранительных органов по борьбе с наркоторговцами. Так, за полгода выявлено 114 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. В общем, из оборота изъято почти 43 килограмма наркотиков. Активное участие в борьбе с так называемыми барыгами принимают участие и активисты инициативной группы «Антилирика». Видео с их рейдов часто мелькают в социальных сетях. На встрече предложили составить регламент, по которому волонтеры в рамках закона могли бы реализовывать свои полномочия. Судя по видеороликам, руководствуясь благим делом, они зачастую их нарушают. Мы хотим вести правовое поле людей с учетом опыта всероссийской организации. Это движение разнородное. В каждом селе свои люди. Почему мы их до сих пор в правовое поле не вводим? У нас на сегодняшний день нет зарегистрированных. А мы подали на регистрацию, но не регистрируем. По-хорошему, эти люди должны сегодня здесь представить. Должны сидеть в зале. А вот Но их нет. А я вам скажу, почему? Мы даже здесь зарегистрировать не можем. Есть закон. Давайте в правовое поле ведем. Если они будут нарушать закон, будем поступать так, как поступают с теми сотрудниками, которые нарушают этот закон. Число наркозависимых растет, несмотря на то, что сотрудники полиции, религиозные деятели и общественники ведут работу с распространителями. И в данной ситуации нужны новые меры, которые помогут в этом вопросе. То, что мы сегодня обсуждаем, это не вопрос одной темы, двух-трех. Это целый комплекс. Это и спорт, Алексей Исаевич, это и занятость молодежи нашей, это и то, что Андрей Иванович сказал, безработица. Поэтому вот нам надо как-то вот здесь более комплексно смотреть эти вещи. Из всего из этого складывается наше состояние, вот это вот в регионе. Ну, а районам, конечно, городам надо подтянуться, хотя у нас глава Сунж только что приступил, я думаю, это не его. Да, не к вам. Поэтому давайте мы тоже этот вопрос закроем с вашими рекомендациями. А в целом у нас все вопросы вынесены. Предлагается вот в документах, уважаемые коллеги, посмотрите, есть проект решения. Предлагается этот проект утвердить с нашими дополнениями, то, что сегодня были высказаны предложения.
На заседании комиссии также обсудили итоги работы антинаркотических комиссий Сунжи и Сунжинского района. Помимо этого поднимался вопрос контроля за проведением медицинского освидетельствования граждан на право управления транспортом. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.